Друзья, не будет преувеличением сказать, что темой номер один в мире становится действие президента США. Дональд Трамп показывает свое истинное лицо своими шокирующими заявлениями и намерениями, озвученными членами его команды. Новая администрация Белого дома противопоставляет США не только отдельным государствам, таким как Панама, Гренландия, Канада, но и целым континентам, в частности Европе. На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Венс прочитал целую лекцию Европе, упрекая ее в отходе от ценностей демократии, ограничении свободы слова, преследованиях политических оппонентов и так далее. Резюмируя, Венс сказал, что теперь Европа должна сама за себя отвечать. Действия команды Трампа по разрешению украинского конфликта и вовсе вызывают недоумение. В Саудовской Аравии прошли первые с момента вторжения в Украину переговоры между Россией и США. Основной темой было налаживание двусторонней связи. США и Россия практически договорились восстановить прежний уровень дипломатических отношений, увеличить штат посольств и вновь открыть закрытые ранее консульства. Стороны договорились назначить команды для скорейшего завершения войны в Украине. Представителей Украины на переговорах не было. Больше всего меня повергло в шок то, как сейчас Дональд Трамп говорит о ситуации в Украине. Он обрушился с критикой на Зеленского после переговоров, заявляя, что именно Украина несет ответственность за российское вторжение. Многие мировые СМИ отмечают, что подобных критических заявлений в адрес Путина или авторитарной политической системы России Трамп не высказывал. Издание New York Times написало следующее. Поворот Трампа в сторону путинской России переворачивает политику США на протяжении поколений. Все это вызвало обеспокоенность в Европе. Более того, президент Франции Макрон пригласил своих европейских коллег на саммит для обсуждения дальнейших действий. И хотя он ни к чему не пришел, ясно, что Евросоюз, опасаясь сокращения помощи США, рассматривает возможность создания нового фонда для поддержки Украины за счет взносов стран-членов и прибыли от замороженных российских активов. Что будет дальше, в каком направлении пойдет США, вот что вызывает у меня опасения. Я все же оптимист. Может, это тактика такая, усыпить бдительность, а затем ударить козырной картой. Хочется надеяться, что эта война закончится в этом году. Что касается событий в нашей стране, то, к сожалению, на этой неделе произошло обрушение горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау. К сожалению, есть жертвы, погибли рабочие. Друзья, завершается зима, хотя и холодно будет первые месяцы весны, но потепление неизбежно. И знаете, о чем я подумал? Не повторится ли сценарий прошлого года? Я имею в виду паводки. Вспомнил об этом, потому что мне попалась информация о том, что в Казахстане запустили систему прогнозирования паводков Таскын. Я порадовался, но оказалось преждевременно. Прогноз на весну текущего года еще не готов. Когда он будет и не будет ли поздно? Вот в чем вопрос. Еще о неприятном. Потихоньку началось повышение цен на ГСМ. Так, на заправках Казахойл цена за 1 литр 92-го бензина выросла на 2 тенге. Вслед за Казахойлом цены поднялись на АЗС, Хелиос и Синойл. Казалось бы, всего 2 тенге, но лиха беда начала. Что-то мне подсказывает, что будет дальнейший рост. Друзья, на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и будете в курсе актуальной информации.